В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. В регионах собираются провести общественное обсуждение законопроекта о повышении пенсионного фонда, пенсионного возраста в Российской Федерации. Предложения от регионов соберут до 17 июля. Правительство России же предполагает ввести переходный период с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию. 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 года для женщин в 2034. Соответствующий проект закона уже внесен в Госдуму. Ожидается, что первое чтение может состояться примерно через месяц. Проект закона в нашем регионе уже обсуждается практически в каждой квартире и вызывает много вопросов. Почему в России необходимы преобразования в пенсионном законодательстве? Гость нашей сегодняшней студии – доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института региональной экономики Севера СВФУ Светлана Сукнева. Светлана Александровна, здравствуйте. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. И наш разговор хотелось бы начать с вопроса об изменениях. Какие изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году, и почему пенсионная реформа назрела в стране именно сейчас? Я бы хотела сказать, что на самом деле пенсионная реформа стартовала в нашей стране еще в начале 90-х годов. Именно тогда были внесены первые изменения в пенсионное законодательство, в том числе, которые касались и пенсионного возраста. Просто в нашей стране, в России, они были в значительной степени отнесены на более поздний срок. А вот, например, в Казахстане эта реформа еще в начале 90-х годов прошла, и пенсионный возраст был повышен, соответственно, до 58 женщинам и 63 годам мужчинам. Если смотреть о ситуации, почему возникла необходимость, конечно же, это вот процессы демографические сказались на этом. И в начале 90-х годов на одного пенсионера приходилось 3 работающих, то есть в трудоспособном возрасте. А сейчас эта пропорция составляет 2, то есть на одного пенсионера приходится 2 в трудоспособном возрасте. В нашей республике нужно сказать, что ситуация заметно лучше. В 90-х годах это был 1 к 9, сейчас у нас 1 к 3,5 примерно. На одного пенсионера приходится 3-4 работающих. То есть население, конечно, в нашей стране стареет. Сейчас средний возраст жителей России составляет 40 лет. По нашей республике 34. Эти процессы, они, конечно, сказываются и в том числе на том, что необходимо сейчас все-таки активизировать работу по пенсионной реформе. На самом деле этот процесс, он идет уже у нас очень продолжительное время. А на чем основывается действующая пенсионная система? Неужели нельзя было избежать этого повышения? Сегодняшняя пенсионная система, она у нас основана на трансферте поколений, то есть у нас поколение работающих обеспечивает поколение пенсионеров. И именно эта особенность нашей пенсионной системы, она и повлияла в том числе, помимо, конечно, экономической ситуации, на тот факт, что средств пенсионного фонда на увеличивающееся количество пенсионеров стало не хватать. Сейчас у нас происходит такая ситуация. Вследствие влияния демографической волны, то есть изменение населения, оно происходит волнообразно. То есть оно нестабильно, зависит от того, в каком году, какое количество родившихся было, какие происходили процессы миграционные и так далее. И если мы посмотрим на поколение выходящих на пенсию, то есть достигших пенсионного возраста женщины 55 лет, мужчины 60 лет в Российской Федерации, то их около 2 миллионов. А количество 16-летних, то есть те, которые придут на смену этому поколению выходящих на пенсию, всего 1 300 000. И этот дефицит 700 тысяч человек. И такая ситуация у нас наблюдается с 2008 года. С 2008 года у нас идет дисбаланс между вступающими в трудоспособный возраст и достигшим пенсионного возраста. И только по прогнозным оценкам Росстата где-то к 2027 году у нас выровняется количество достигших пенсионного возраста молодых пенсионеров и количество вступающих в трудоспособный возраст. То есть это дисбаланс, он наблюдается такой. Перед тем, как перейти к вопросам касаемо нашим регионам, хотелось бы вас, как доктора экономических наук, спросить вот о чем. Дело в том, что при увеличении пенсионного возраста получается такая ситуация, что на 5 лет пенсионеры занимают
трудовые места молодежи. Это первая проблема. А вторая проблема, не получится ли такой ситуации, что пенсионеры, грубо говоря, просто не такой уж в России и высокий уровень жизни, то есть 70 лет, и при этом пенсионный возраст устанавливается 60-65 лет. Не получится ли такого, то, что пенсионеры просто-напросто не смогут воспользоваться пенсией? Этот вопрос сейчас очень актуален, и все его задают. Да, этот вопрос, конечно, действительно очень проблематичен, потому что если мы посмотрим на пенсионный возраст и возраст выхода на пенсию в развитых странах, то разница составляет 10-15 лет. То есть продолжительность жизни выше 80 лет, ну это вот Германия, Франция, Италия, Испания, Япония, США, Канада, то есть развитые страны, где пенсионный возраст составляет 67-65 лет. Зачастую он не имеет гендерных различий, то есть и для мужчин, и для женщин это единый возраст выхода на пенсию. И, соответственно, если сопоставляем с продолжительностью жизни, то тут, получается, у нас разница составляет 10-15 и даже до 20 лет. А если посмотрим вот на нашу ситуацию, сейчас у нас продолжительность жизни в Российской Федерации составляет 71,9 года. Это по данным 2016 года. Соответственно... Но это у женщин. У мужчин же своего Нет, рода... Нет, это вот продолжительность жизни для всего населения. Соответственно, женщины 76 лет, мужчины 66,5 лет. Это вот по Российской Федерации. Ну и вот посмотрим, если мы, значит, увеличиваем пенсионный возраст для мужчин, остается, значит, разница 1,5 года. И еще такой момент. Значит, при расчете продолжительности жизни используются вероятностные модели и определяется вероятность дожития до пенсионного возраста. Так вот, вероятность дожития до возраста 65 лет для мужчин сейчас составляет 47%. Ну, соответственно, вот такая статистика пока еще удручающая. Да. Тогда перейдем к теме нашего региона. Влияют ли на продолжительность жизни климатические условия, в которых мы, в частности, проживаем? Ну, здесь необходимо сказать, что показатель продолжительности жизни – это такая вот интегральная оценка качества жизни. Не зря используют именно показатель продолжительности жизни для расчета индекса развития человеческого потенциала как одного из индикаторов уровня развития стран. Соответственно, при расчете этого показателя, что такое ожидаемая продолжительность жизни? Это среднее число лет, которое проживет родившийся в данном году мальчик или девочка, при условии, что на протяжении всей его жизни уровень смертности по всем возрастам будет таким, как вот в данном календарном году. От чего зависит уровень смертности? Он зависит прежде всего от качества жизни, зависит от возможностей медицинского обслуживания, от инфраструктуры, от дохода в том числе. То есть вот эти все моменты, они, конечно же, сказываются. Поэтому, если говорить вот по показателю продолжительности жизни, наша республика, несмотря на то, что мы находимся, значит, в очень сложных и суровых природно-климатических условиях, имеет самый высокий показатель продолжительности жизни на Дальнем Востоке – 70,8 года. В среднем по ДФУ это 69 лет. Ну, в то же время, вот если мы посмотрим другие северные регионы России, например, Ханты-Мансийский автономный округ, который отличается очень высоким уровнем жизни и качеством жизни, там продолжительность жизни 73,5 года, выше даже, чем в среднем по Российской Федерации. Поэтому тут чисто природно-климатические условия, ну, безусловно, они сказываются, но здесь именно больше оказывает влияние качество жизни населения. А можно ли спрогнозировать, вот у нас на севере на пенсию выходят на 5 лет раньше как мужчины, так и женщины. При увеличении пенсионного возраста сохранится ли эта разница? Ну, эта разница должна сохраняться, потому что более низкий пенсионный возраст, так же, как и северные надбавки, это один из факторов, который привлекает к жизни на севере в этих суровых условиях. Поэтому, безусловно, именно вот это соотношение, оно должно сохраниться.
Как изменилась средняя продолжительность жизни в нашем регионе за последние 20 лет, ну или за больший период, если есть такие цифры? Если смотреть именно по нашей республике, то продолжительность жизни, расчеты продолжительности жизни, такие официальные, они ведутся где-то вот с начала 80-х годов. И нужно сказать, что по сравнению с 81 годом, например, значит, продолжительность жизни в нашей республике увеличилась всего лишь на 5 лет. В целом по республике. Значит, сейчас она у нас составляет, как я уже сказала, 71 год. Значит, но вот еще хотела бы обратить внимание, что вообще у нас в республике, да и в России в целом, очень большой гендерный разрыв показателей продолжительности жизни. Он составляет около 10 лет. То есть продолжительность жизни мужчин короче примерно на 10 лет продолжительности жизни женщин. И вот, соответственно, если посмотреть в динамике эти показатели, то вот эта вот разница, она понемножку сокращается. Сейчас у нас уже 9 лет разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин, но тем не менее, если мы будем смотреть на развитые страны, там это всего 4-5 лет. Разрыв такой. Соответственно, если посмотреть на динамику изменения продолжительности жизни, ну, это, конечно же, отражение тех демографических процессов, которые происходят, прежде всего процессов смертности. Например, 1994 год продолжительность жизни населения в нашей республике была минимальной, мужчины всего 57 лет. По Российской Федерации это было 59 лет. У женщин чуть больше 70 лет была продолжительность жизни. Сейчас ситуация меняется к лучшему. Особенно это вот активные изменения мы видим с начала 2010-х годов. Значит, это вот эти программы, и это все-таки повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи и, конечно же, снижение младенческой смертности очень существенное, которое произошло у нас в республике. Вот все эти факторы, они сказались на повышении продолжительности жизни, и теперь вот мы перешагнули за 70-летний такой порог. Но, конечно же, это очень невысокий уровень. Это очень невысокий уровень продолжительности жизни. Светлана Александровна, спасибо за беседу. А я напомню, что у нас в гостях сегодня была Светлана Александровна Сукнева, главный научный сотрудник Института регионального экономики Севера СФУ имени Амосова, доктор экономических наук. Обсудили мы сегодня тему пенсионной реформы. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на нашем канале.